10-й бой открытого ринга. В красном углу представитель клуба «Буревестник» Владимир Печерский. 18 лет спортсмену, вес 79 килограмм. В синем углу Данила Осипов, 26 лет спортсмену, 77 килограмм, представляет клуб «Нокаут». У двоих ребят дебют, до этого они не выступали. И это, скажем так, первое выступление ребят. Но мы видим, что ребята без всякой разведки начали активно вести бой. Вот. И спортсмен с синего угла уже получил устное замечание за удар локтем. Во время своей атаки он чисто случайно начал работать локтем. Очень жестко работают ребята, пытаются сразу закончить бой досрочно. Вот. Рефери в этом ринге являюсь я, так как ребята все-таки тяжелые, и ответственность тут уже все-таки совершенно другая. Вот. Активность зала велика, подсказывают со всех сторон. Вот. Мы слышим, как и правый угол, и красный угол, и синий угол подсказывают, и даже временами зрители поддерживают. Вот. Просят спортсмена красного угла, чтобы он работал сам, но тем не менее он пропускает удары. Вот, переходит работа в клинч, разнимает спортсменов. Вот, закончился первый раунд. Оба спортсмена сразу же видно, что устали. На повторе какой прямой удар ногой пропускает Владимир. Вот серия целая. По голове. Серия ударов идет, но все вскользь. Все. Хорошо достает Данила. Правый прямой, но атака больше не продолжается. Сбивает с ног. Мы видим, что Данила все-таки ножками, более ногами работает лучше, чем Владимир. Первый раунд преимущество остается за Данилом. Просят работать ближе с красного угла. Подсказывают с углов. Но это уже просто в ходе работы. То есть, бывает такое у спортсменов, не слышат команды и не хватает опыта. Это сразу видно, что и один, и у одного, и второго не хватает опыта. Эмоции, опять же, адреналин. Да, конечно. Конечно, адреналин очень многое дает о себе знать. Но мы видим, что Данила уже такой на дистанции кидает ручки. Перешли в партер. Перешли немножко в партер, но в партере я работать не даю. Это не специфика открытого ринга. Видите, такое, что в первом раунде был такой небольшой сумбур. Здесь уже более-менее они прикидывают 2-3 удара и переходят в клинч. То есть, понимая, что силы нужны, чтобы закончить и второй, и третий раунд. Уже стали аккуратнее работать. Да. Уже не стараются нокаутировать друг друга. Ищут, смотрят, ловят друг друга. Но Данила попадает. Мы видим, что вот он правой рукой из раза в раз попадает. Хорошо ловит 2 удара. Попадает Данил. Руки опущены, конечно. Он, видно, меня услышал, поднял руки. Зрители подсказывают активно. Мы слышим, что даже женский голос там подсказывает: Вова, давай бей. Поплатился Данил все-таки за опущенные руки. Да, поплатился, но раунд закончился, и это сыграло ему на пользу.
Ой, видит на повторе, как Данила попадает. Тяжело спортсмену, видно, что помогают, подсказывают, водички дают. И одному, и второму идет активная подсказка. Работа в углу. Средней дистанции просит спортсмена красного угла, чтобы он работал. Потому что с дальней дистанции все-таки он проигрывает. Данила попадает и попадает довольно жестко. Он опять пошла работа, финальный раунд. Ребята работают жестко, но руки и у одного, и второго, конечно, спортсмена опущены. Подбородки открыты. Делаю устное замечание за удар сверху. Пропускает Владимир. Но я ему даю шанс как бы отработать. Подхватил Владимир Данилу. Ну, тяжело Данила встал. Это говорит о том, что все-таки спортсмен уже устал. Ну, хорошо пошла атака, да, хорошо пошла, но нужно было работать на средней дистанции, как подсказывает тренер спортсмена. А он перешел в клинч и тем самым дал противнику своему обезопасить себя от ударов. Останавливаю бой, чтобы поправили шлем. Девушка активно подсказывает, болеет за спортсмена красного угла. Мы слышим подсказки ее. Тяжелую технику выполняет Данила. Бэкфист пытается с разворота ударить рукой. Попадает только в рефери. Да. И получает замечание, между прочим. За то, что работает без защиты. И во время таких ударов с разворота может попасть. Все, устал, по-моему, Данил. Устал, но... И пропускать надо. Концовку, да, концовку боя все-таки забирает спортсмен красного угла концовку этого раунда. Да, сильно видите, что на канатах. Да, все аплодируют, поддерживают спортсменов. То есть еще отработали очень хорошо отработали. Ну, видно, что опыта у ребят нету, что у одного и второго. В этом бою победа присуждается Данилу Осипову, представитель клуба «Нокаут».